Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане наблюдается стабильный рост ВВП. Посольство Туркменистана в Бельгии организовало конкурс чтецов. Президент Республики Корея прибыл с государственным визитом в Туркменистан и другие новости. За 5 месяцев нынешнего года в Туркменистане наблюдается стабильный рост ВВП. Об этом 7 июня доложил на заседании правительства вице-премьер Гельдамурадов, отчитываясь о макроэкономических индикаторах. В сопоставлении с аналогичным периодом 2023 года за январь-май увеличился объем производственной продукции. В отраслях экономики отмечаются положительные производственные показатели. Розничный товарооборот в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 11,1%. В посольстве Туркменистана в Королевстве Бельгия проведен конкурс чтецов стихов Махтумкули Фраги, в котором приняли участие местные школьники. Стихи великого туркменского поэта прозвучали на английском, французском и португальском языках. Один из юных участников впервые перевел стихотворение Махтумкули Фраги с английского на португальский язык. В рамках данного мероприятия, приуроченного к 300-летию Махтумкули Фраги, была организована выставка туркменских национальных костюмов и украшений. Сегодня начинается двухдневный государственный визит президента Республики Корея Юн Сок Йоля в Туркменистан. Этот визит станет первым государственным визитом президента Республики Корея в страну за последние 5 лет с 2019 года. В рамках визита президента Юн Сок Йоля планируется плодотворное обсуждение вопросов, нацеленных на развитие Туркменистана и Республики Корея. В частности, предполагается, что будут рассмотрены такие ключевые перспективные направления, как энергетика и умные города. Туркменистан и Узбекистан рассматривают возможности разработки программы сотрудничества между национальной туристической зоной Аваза и Хорезмским регионом. Данная программа сотрудничества подразумевает организацию взаимных поездок между НТЗ Аваза и Хорезмом. Инициатива прозвучала на полях 12-й сессии Исламской конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества, которая завершилась в Хиве. Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Александром Де Кроо уходит в отставку после поражения на выборах в Европарламент и парламент Бельгии, состоявшихся 9 июня. После тяжелого поражения своей партии Open VLD премьер-министр 10 июня представит королю Бельгии Филиппу решение об отставке. «Это тяжелый вечер для нас, мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», — сказал он. В преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 и Кубка Азии 2027 между сборными Туркменистана и Гонконга запланированы мероприятия с участием команд. Сегодня состоится официальная пресс-конференция сборной Туркменистана, после чего в 20:00 команда проведет открытую тренировку для представителей СМИ. Гостям из Гонконга также будет предоставлена возможность пообщаться с прессой. Все мероприятия с участием команд пройдут на стадионе Ашхабад, где 11 июня в 20:00 по местному времени и состоится сам матч. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.